Салют, меня зовут Александр Невский. Я покажу вам специальное упражнение с гантелями. Мы закончим разговор о накачке широчайших мышц спины, а также поговорим о том, как построить себе прям-таки огромные плечи. Спорт вообще это очень хороший выход. Очень хороший выход и для каких-то негативных эмоций, и для, не знаю, просто в американских, к примеру, тюрьмах даже, заключенных, и то им Арнольд в свое время был инициатором, чтобы заключенным привозили гантели, штанги, и когда ребята тренировались, нарушившие закон, как бы они потом рассказывали, что с этим выходит негативная энергия, которая, ну, тебе уже не нужно самоутверждаться за счет слабого, когда ты знаешь, что ты уже можешь немножко больше поднять килограмм, когда ты знаешь, что ты уже немножко больше там можешь выжать на тренажере какой-то вес. Тяга гантели в наклоне – одно из лучших упражнений для развития широчайших мышц спины. Я советую делать его в вашем комплексе уже в самом конце тренировки на спину. Оно будет так называемым добивающим упражнением. 5 подходов по 8 повторений. Для новичков 3 подхода по 8 повторений. Старайтесь не гнаться за большим весом гантели. Жим штанги сидя из-за головы. Одно из лучших упражнений для накачивания красивых дельт, то есть мышц плеча. Если вы хотите быть шире в плечах, это упражнение для вас является обязательным. Я советую выполнять его в 5 подходах по 8-10 повторений. Первый подход делайте с разминочным весом. Разводка гантелей сидя. Еще одно прекрасное упражнение для развития дельтоидов. Разводка гантелей сидя и разводка гантелей сидя в наклоне. 2 упражнения, которые помогут вам по-настоящему раскачать плечи. Каждый из них выполняйте в 3 подходах по 8 раз. Старайтесь это движение делать правильно. Меня часто спрашивают, неужели, Саша, вы целый день качаете мускулы? Это ваша жизнь, наверное, мускулы, вот качать ноги, руки. Я говорю всегда, что нет. На самом деле мускулы для меня, и поверьте, для всех кинозвезд, мускулы или боевые искусства явились лишь небольшой ступенькой, небольшим трамплином, то есть маленькой составной частью их успеха. Мускулы — это как бы это модная обертка, понимаете? Как в свое время, во времена там Тарзана, нужно было уметь хорошо плавать в подобного рода фильмах. Сегодня, да, сегодня актер должен показать фактурные мускулы. Но, поверьте мне, все герои, киногерои, о которых я тоже буду вам рассказывать, они благодаря мускулам, благодаря вообще спорту смогли добиться успеха в жизни. Поверьте, они все имеют высшее образование. Тоже Сильвестр Сталлоне, он один из крупнейших владельцев живописи, понимаете? То есть он пишет книги об этом. Шварценеггер имеет 2 философских труда по философии Ницше и классических немецких философов. Дольф Лундгрен, он дипломированный химик, то есть он закончил Королевскую академию химии еще в Швеции. То есть люди, несмотря на то, что тренируются и тренируются упорно по много часов в день, тем не менее, они совмещают это со совсем другими делами. Они развивают еще, поверьте, они качают и голову. Поверьте мне, если вы сегодня занимаетесь спортом, причем не только для того, чтобы дать банально сдачи какому-то Васе, который вас обижает или еще что-то, это тоже нужно, это тоже должно быть. Но вы должны для себя понимать, спорт и мускулы не должно быть самоцелью. Вы должны научиться совмещать это и с тем, чтобы читать правильные книжки, и с тем, чтобы смотреть хорошее кино, и с тем, чтобы, не знаю, там, учиться рисовать, ну, каждому свое. Огромные мускулы сами по себе не приносят денег и не приносят успеха в жизни, поверьте. Это все должно быть в комплексе с хорошо развитыми мозгами и с хорошим образованием. Вот тогда у вас есть шанс, поверьте мне.